Уважаемые друзья, студенты, преподаватели, земляки, друзья, однокурсники и почитатели таланта Эрика Батоева, Валерия Батоева, известного удмуртского поэта, прозаика, российского журналиста. Сегодня я рада, что вы все пришли. Вижу, Володя подошел, очень хорошо, что подошли. И я рада вас приветствовать на вечере памяти Эрика Батоева, посвященного его 50-летию. Мы все знаем, что он ушел трагически из жизни в неполные свои 33 года, магическая цифра. А сегодня, нынче, в сентябре, ему бы исполнилось 50 лет. Литературная общественность Удмуртии отметила это мероприятие, это событие рядом мероприятий. Но учитывая то, что Валера больше половины своей короткой жизни провел в Москве, он здесь учился, закончил факультет журналистики Московского государственного университета, нам очень хотелось провести его вечер памяти, поэтический вечер в Москве, среди московской аудитории. И я счастлива, что этот случай предвиделся, и я счастлива, что литературный институт принял в своих стенах всех нас, и ректорат пошел навстречу литературного института и предоставил нам эту возможность и эту аудиторию. Я сам начинал свою трудовую деятельность как журналист в Республиканской молодежной газете, тоже в автономной республике, во Владикавказе, «Молодой коммунист» она называлась. И поэтому я прекрасно знаю, и с тех пор я состою, в общем, я не входил ни в какие союзы писателей, потому что их очень много, они дерутся между собой. Но я состою членом Союза журналистов Москвы. И, кстати, должен сказать, что у нас в институте существует эта первичная организация, и те ребята, которые захотят стать членами этой организации, ну, при соответствующих, так сказать, подтверждениях своих прав на это, они в нее вступят. Нам нужны молодые люди. Журналистика, ее называют второй древнейшей профессией, отчасти это может быть и справедливо, но журналистика вместе с тем это профессия не первая, не вторая, она просто необходимая человечеству, потому что журналист это собиратель новостей, собиратель того, что происходит в мире, и человек, который способствует тому, чтобы это дошло до других людей, дошло до общества. И как бы ни ругали журналистов, без журналистов никуда, и вот Эрик, Валерий Батоев был как раз одним из таких неподкупных, живых, честных журналистов, который прожил свою короткую жизнь так, что, я думаю, никто бы не смог сказать ему какие-то слова укора за то, как он вел свою профессию. Порізор пушки, ішкарин алібош, ішкарин то шипит, зонтіке сумкалин, милопот по теме, голіпит, суч кодиш кутен мамбірто, пічідор пайосан, аневен кіосас, кінекет одмоєс, помітам туш поте, джигиртем, віра, кидьокину леммі, джигирто, вірало, а желание вам что, дыртетек, дыртесан. Я из поезда вышел в блуждающий дождь. Город пуст, вдалеке только тополи дрожь. Зонтик в сумке, его доставать не возьмусь. Босиком по забытой дороге пройдусь в край, где детство колышет бескрайнюю рожь. Хорошо бы друзей повстречать на пути, приобнять, рассказать, как живу вдалеке. Обниму, расскажу и все дальше пойти. Под веселым дождем с башмаками в руке танцевать под дождем незаметно для всех и старинные песни удмуртские петь. Если песен не хватит, придумать и петь, чтобы там были слезы и вера и смех, но без строчек, без рифма, придумать и петь. Валера Батоев шешечка савиемун комнатке что лежит как шурска кетярым. След силан материалы сазгуштамын. Шоттек шорочкалдан тодмосы журналисты звань борис понабыттизм. Первый чувство кутизм. Он и спяж Беларуси еще мугедас читаешь. Укнос лежизы
Жалюзи, щенкаш сес, кінолач водізуй і жіми коркаос, ушказу твою сес ваписав. Норчутна обнос, ушто за щен сес, учпазы кин кошке вастезе кычеке, шоразы кучкыте вертуса. Значит, несколько комментариев к этому фильму. К сожалению, мамы Анны Филипповны уже нет. Она умерла 2 года назад, в августе 2017 года. Но это была героическая женщина, героическая мама в том плане, что после смерти сына она собрала, сделала все возможное, чтобы издать 2 тома его сочинений. Вот эти книги, избранные труды, проза, поэзия, публицистика на русском и удмуртском языках, они изданы благодаря, в общем-то, настойчивым усилиям мамы Анны Филипповны Батоевой. И я сегодня очень хочу эти книги подарить друзьям, однокурсникам Валеры. Похоронен Валера на Завьяловском кладбище, это 15 километров от Ижевска. Установлен там памятник, и Завьяловская земля, администрация ухаживает за памятником, собственно. Я там тоже часто бываю, потому что это моя родина, там похоронены мои родители, и минимум как 2-3 раза в год я бываю как у родителей, у Валеры тоже. Всем добрый вечер. Я сразу прошу меня простить, потому что я человек достаточно циничный. И вообще так вот с цинизмом и с иронией смотрю на мир. И наши, наверное, отношения с Валерой дружеские, они были изначально окрашены вот в такой, может быть, мой скептический, циничный такой взгляд на мир. Мы с ним познакомились на подготовительном еще отделении факультета журналистики МГУ. Это был 90-й год. Время было голодное, холодное. И мы вместе, можно сказать, с ним проходили какие-то жизненные этапы вот в этот период, в этот отрезок времени. Были студентами, вы знаете, не было на самом деле в его фигуре никакого трагизма, вот то, что там нам сегодня с экрана говорят, что он предчувствовал свою смерть, не знаю. Во всяком случае, я ничего такого не замечал. И честно вам скажу, сегодня, смотря этот фильм, я вот задумался, а снимут ли про меня такой фильм? Я думаю, что, наверное, скорее всего, вряд ли. А тогда, в те голодные годы, вот сам того, может быть, не подозревая, Валера сам себе создал такой нерукотворный памятник. Да? Вот его эти стихи, которые он писал буквально, вот он мог посидеть ночью, а утром выходил, мы с ним шли, когда уже работали вместе дворниками, здесь в центре, недалеко, на Причистенке. Сначала мы жили в разных домах, а потом в результате жили уже в одной коммунальной квартире и в соседних комнатах. И он мог написать стихи, и выходил утром, мне их читал, эти стихи. Я ничего не понимал, потому что они были на удмуртском языке. Я не мог оценить ценность и масштаб его дарования. Я не мог, даже иногда мне казалось, что это вообще без рифма, иногда мне казалось, что это вообще какая-то чушь. Я ему всегда говорил: Валера, хватит заниматься ерундой, лучше напиши какую-нибудь статью. И в этом смысле Валера, конечно, был уникальным человеком, потому что я уже как-то изначально, с первых каких-то шагов в своей журналистике, я стал заниматься музыкальной журналистикой. Мне хотелось вот именно на этом специализироваться. Валера был всеяден. Он сегодня мог взять интервью, условно говоря, у Лады Дэнс или еще какой-нибудь певицы или артистки. Завтра поехать в Чечню, послезавтра быть на каком-то спортивном мероприятии, где он брал интервью у удмуртских лыжников, например, или у бегунов удмуртских. Вот это меня поражало в нем всегда, и, вы знаете, вот какая-то легкость, с которой он срывался в любую какую-то авантюру и командировку. Вот он уезжал в эти, на самом деле, горячие точки, они не то что были там тлели, это был самый разгар там чеченской войны, он уезжал туда и привозил оттуда какие-то репортажи. И мне всегда казалось, что как это может притягивать, как это может тянуть, почему ему там нравилось. Но в этом во всем он видел какой-то свой долг, что ли. И делал он это, невзирая на то, что там заплатят ему гонорар, а может быть и не заплатят. Если какая-то страховка, вот его контузило, когда действительно он приехал, я помню, я думал, он придуривается. Ну хватит ты. Я все время так немножко скептически смотрел, хватит ты придумаешь, наверное, что там где-то тебя там контузило, в Грозном, что ли, там уже боев нет. Ну как? Начинал мне рассказывать какие-то подробности.
И действительно удивительный человек в том смысле, что он был совершеннейший тихоня, такой скромный. С другой стороны, ездил в горячие точки, привозил оттуда вот материалы, которые бы никто, наверное, не привез. И он делал это как-то скромно. Вот он не был абсолютно героического замеса человека. И, конечно, открытая добрая душа, открытое сердце, он мог взаймы дать денег, хотя сам сидел, ел, можно сказать, там из банки какие-то консервы. В этом смысле, да, действительно он был неприхотлив. И мне еще удивительно, я вспомнил, у него действительно за плечами был ветеринарный техникум. И что меня всегда поражало, вот это его какая-то жизненная бытовая неустроенность, и иногда какая-то, вот он был какой-то не от мира сего, какой-то странный парень. Когда я увидел, как он варит овес, настоящий овес, я был сильно удивлен. Ну, значит, он в казане в огромном варил овес. 2 часа, говорит, варю, уже добавляю, там столько молока добавил, никак не сварится овсянка. Он пытался таким образом сварить себе овсянку. Или, например, я помню какие-то, я говорю, вспоминаются, на самом деле, вспоминаются какие-то такие бытовые мелочи, которые просто спустя время кажутся такой ценностью, на самом деле, потому что это вот эти осколки памяти, которые постепенно складывают вот образ какой-то. С одной стороны странный, с другой стороны вот замечательный поэт, любящий сын, чистый. Я, конечно, не такой, как Валера, в смысле открытый и чистый, потому что он мог, конечно, помочь человеку совершенно незнакомому. Иногда вот я видел его в его комнате, в коммунальной квартире, каких-то совершенно посторонних, случайных людей. Я спрашивал, кто эти люди? Ему негде жить, говорил Валера. Ну и что? Почему, если ему негде жить, почему ты должен всех приютить? У тебя что здесь, приют, что ли? И так вот однажды мы пришли с ним на интервью к Пенкину Сергею. У Сергея Пенкина был администратор. И вот Володя его звали. Спустя время этот Володя вдруг оказался у Валеры в комнате. Валер, зачем ты его опять приютил? Володя, ну ему негде жить, ну пусть он немножко поживет. И он как-то так прижился и жил, пока его не выгнал. Потому что Валера бы никогда на это не решился, он не был способен вот так вот человека взять, как-то выгнать там, или давал взаймы денег, хотя у самого не было денег, и потом стеснялся их попросить обратно. Вот мог голодать, но никогда не попросит. Я не такой человек. Может быть, вот эта разность наших характеров нас и притягивала друг к другу. Валера, конечно, вот эта вот трагическая, как бы, кажется, случайность, я думаю, что нет, конечно, это его трагическая гибель не связана с его профессиональной деятельностью. Это все-таки действительно бытовая история, абсолютно бытовая. Это какие-то вот ребята, которых он приютил, и вот отплатили ему такой черной неблагодарностью. Я не знаю, что там произошло, потому что в тот период уже мы разъехались, я уже не жил в этой коммунальной квартире, он тоже съехал, я жил в одном районе, он в другом, мы уже не работали в одном издании. Кстати, я в газету «Аргументы и факты» я Валеру в свое время привел, потому что я первый туда пришел на работу, но он никогда не работал там штатным сотрудником, он был все время таким фрилансером, потому что он был такой легкий на подъем, он мог сегодня написать в АИФ, завтра он относил этот материал в МК. Ну и бывало часто, хочу сказать, что, конечно, не все его материалы принимали. Вот у нас был такой привередливый главный редактор Владислав Андреевич Старков. Он, с одной стороны, был очень требовательным к качеству текста, с другой стороны, мог пропустить какой-то текст, который ему казался, немножко надуманным. А Валера, он добавлял в свои эти репортажи военные, добавлял какой-то поэзии. Они действительно у него, если эти дома он описывал, то они зияли у него черными пробоинами, но это было очень красиво описано. Валера вот этой поэзии, конечно, в свои материалы там добавлял, разбавлял. Я всегда, как говорит мой товарищ Тарку Шанашвили, говорит, у тебя телеграфный стиль. Я действительно всегда такими рубленными, короткими фразами, телеграфным стилем. Валера в этом смысле вообще полностью отличался от меня. И в этом смысле он тоже мастер непревзойденный. Слава Богу, что есть люди, которые его помнят, слава Богу, что есть вот эти 2 тома замечательные. Я помню его маму, кстати, как действительно героическая женщина. Она приезжала в Москву, и, конечно,
мы с Валерой вообще два провинциала, которые оказались в Москве. И Москва сама тогда была очень провинциальным городом, честно говоря. Была серой, грязной, не было еды какой-то. Я помню, мы стояли в каких-то очередях бесконечных, чтобы что-то урвать, какую-то еду. Даже в центре, здесь, живя в Москве, в центре Москвы, это сложно было сделать. И вот мама приезжала с какими-то сумками, с едой деревенской, чтобы Валеру подкормить. Валера, после там мама уезжала, и Валера приносил там эту снедь, там ставила все, там, то есть половину из того, что она привозила мама, там какие-то банки закрученные, там консервы, и вот он все это приносил, и мы с ним вместе вот так вот питались. И опять же вот о его неустроенности. Помню, в Еропкинском переулке мы жили в разных домах, я как-то пришел к Валере, я там нашел себе какую-то кровать, там, такая более-менее приличная кровать, но я ее на мусорке нашел, я ее там почистил, там как мог отмыл и приспособил. Ну, бедные студенты. А Валера себе из досок сколотил настоящие нары. Он взял молоток, гвоздь, и прям такой, ну, огромный такой, как сейчас называется, king size, просто кинул какие-то матрасы и маты. Вот так вот он спал. И в принципе он довольствовался этим. Ему не нужно было ничего там, что касается комфорта, он довольствовался совершенно малым. И я помню, что мы с ним купили вместе в магазине «Журналист», недалеко от метро «Университет», купили себе пишущие машинки. И я помню, Валера уже в принципе, когда переходили на какие-то компьютеры, уже можно было печатать на компьютере, Валера все еще на машинке печатал по старинке и с какими-то такими большими диктофонами. Вот в этом смысле он, конечно, был человеком не от мира сего, добрым, таким открытым и хорошим парнем. И талантливым, как мы видим, человеком. Спасибо, у меня все. На русском? На русском, только на публицистике. Вот Спасибо вторая большое. часть, все его репортажи чеченские и так далее. Спасибо большое. Спасибо. Nós, legizi, jaluzishin karses. Kemalash и жены водизы коркаос, пушказытыл йосес ватысан. Нащупна укнос, уштазыщин йосес, учкозы, кинкошкевастизы, шоразы учка теп дартасан. Мон дыртовы тыны мамыкова лесам, ваню ес монорчи, порьяса, калгыса, вужеримент отманский, щинмашки. Мон выдова лесам, но конющин йосме, югытез мамаштосу не выд пейметен, шогашкону кошко, уйваты. Пустили дома жалюзи, взмах ресниц, опустили огни и обрушились ниц, спрятав свет, будто зябнувших птиц. Утром сонные окна глаза распахнут, мимо, бесстрашной походкой минут торопливые люди бегут. Я улягу в постель, благодарной судьбе, я бродяжу всю ночь, избывая в ходьбе древний город и грусть по тебе. Я улягусь в постели и огонь задушу, тишину вдохновением в душу впишу, в сон уйду и к тебе поспешу. Расскажу, что Володя был не один, и Валера был не один из провинции. Володя из Казахстана. Не только он сегодня. Да. Москва всех нас делает. Сделал, да, таким Если перековал. не убивает, Нас не убьет, да. Мы когда не станем взрослыми. По поводу Валеры, я познакомился с ним как раз 30 лет назад. Мы приехали из армии, он был в военной форме, в форме пограничника на факультете журналистики МГУ. Я стыдился своих погон, это были внутренние войска, Валера своих погон не стыдился, это были погранвойска. Даже Валера потом мне сказал, что хочет уехать обратно. Слишком тянет, где я служил, в часть, вот, но не уехал. Я сделал кое-какие пометки, просто буду тезисно говорить о том, что мы о нем думаем. Да, не все смогли прийти, те, кто помнит Валеру и любит. Я бы не хотел, чтобы этот вечер был воспоминанием таких трагических или каких-то таких минорных, как сказала Вера, таких, да, моментов. Я бы хотел вспомнить некие смешные вещи, потому что Валера был удивительно веселый человек. И он был из деревни, я из деревни, и с нами Раиль Галимулин был на фотографии, тоже из небольшого города, из Башкирии, из Тымазов. Хотел бы сказать, что Валера был упрямый, очень упрямый, видимо, это все-таки финно-угорская, да, такая
Иногда мы говорили, такая тупая упрямость, как говорят, знаете, вот такая деревенская упрямость. Он никогда не открывал двери. Мы жили с Раиль, я и Валера, 13 сменов, так называемых, да, в одной комнате. И Валера никогда не открывал дверь, не спрашивая, он всегда спрашивал, кто там. Это был все-таки, да, вот это деревенский, может быть, осторожность, деревенский страх, да, перед чужим. Хотя общага там, заходи, что есть, пей, что есть, ешь, что называется. Анна Филипповна тоже поняла, она приехала к нам, и в нашей комнате, как раз мама моя тоже приезжала, тоже, как Валя сказала, с продуктами, с вещами, да, это сейчас трудно представить. Она просто еды не было абсолютно никакой. Но было, конечно, смешно жить, и видеть там Пенкина, там, Бутусова, там, и ходить голодным по всей Москве, по этой шаромыжной Москве, абсолютно криминальной, абсолютно глухой. Володя правильно заметил, что Москва вообще была как провинциальный город. Я сейчас даже не вспомню, какие провинциальные города. Он напоминает Москву тех лет, 30-летней давности. Тем не менее, мы не унывали и жили весело. Я прожил с ним в одной комнате несколько, наверное, пару лет, скорее всего, пока Валера не ушел в дворники, не пошел к Володе, да, там, к соседам. Жили, понимаете, я не люблю это слово на смены, да, потому что есть большая нация, есть маленькая нация, да, вот это терпеть не могу, честно говоря. И поскольку меня почему-то все считают, что экспертом в межнациональных отношениях, трудно сказать, что я нацмен, да, вот, знаете, коробит меня от этого всего. Ну а когда встречаются два представителя довольно-таки малых народов, удмуртии и татар, да, мы, конечно, задрались, да, вот на этом фоне, да, потому что эта песня «Если смотрю, то звать» на татарском, Валера сказал, что это вообще песня удмуртская, а не татарская. Но мы вот немножко помяли ему бока, потом он нам помял бока, ну так вот, чисто такое, знаете, между малыми народами бывают такие маленькие, скажем так, конфликты, но это были такие, без злобы, без ничего. Он вспоминал свою учебу в городе Можга, да? Можга, да? Мы смеялись над ним, говорили, что это город мозга, да? Потому все удмурты такие умные, да? Ну, что лично меня в нем раздражало, то, что Волк Полупан сказал, да? Я честно понимал, что Валера вообще абсолютно не на своем месте в этой журналистике, в этой глупой журналистике. Человек был формата другого абсолютно. Он искал себя и в Чечне, там, и среди актеров шоу-бизнеса, да. Он спокойно говорил с Айчинсписом, я мог уехать, когда жить в Чечню, да, и было понятно, что вообще парень не тем занимается, честно говоря. И когда он мне сказал, что его приглашают в Минкультуры в Удмуртии, я сказал: Валера, бросить его и уезжай отсюда. Это не твой город, езжай в родную республику, ты принадлежишь не себе, ты принадлежишь Удмуртии. Ты там больше реализуешься. К сожалению, он не уехал. Он остался в Москве почему-то. И когда мы жили вместе, мы вообще здорово жили, конечно же, да, были, молодость закрывала на все глаза. Он писал свои стихи, говорил, что меня Рима Казакова перевела, когда он прочитал свои первые стихи там, или первые произведения. Только потом, недавно, я перечитываю практически всего Кнута Гамсун, сравнил творчество Валеры, своего товарища. Я не могу сказать, что он был моим близким другом, абсолютно не буду врать. Я понял, что такое финно-угорское, такое тягучее, довольно холодное, да, это вот присущий Кнуту Гамсуну и Валере. Извините за такое сравнение, может быть, не вполне корректное. А что касается смешных вещей, мы однажды были на концерте, по-моему, это был 91 год, в Лужниках, это были, да, клуба вообще было мало, да, и Лужники, представляете, там 50 тысяч на стадионе, а мы с карточкой прессы, у нас везде вход свободный, там, хочешь к артистам, хочешь не к артистам. И вдруг мы увидели свою коллегу, он такой, девочку-блондиночку, и Валера, говорим: Валера, давай мы ее сейчас будем ухаживать за ней. Ну, пока я там куда-то брал интервью, Валера его уже обиходил и сказал, что договорились провожать, и вот мы идем к метро, и говорю: Валера, а кто будет? Он говорит: Валера, давай ты проводи, я уже с ним ничего сделал, я уже поговорил с ним, все.
И вдруг Ольга, которую до сих пор помню, говорит: слушайте, вы намного лучше, чем ваш друг. Я говорю: почему? Ну, потому что он сказал: а ты где ты живешь? Он говорит: ну, на Алексеевску. Я не поеду, это далеко. В общем, он передал разные правления провожания мне, я эту дуру Ольгу проводил, и потом пошел пешком домой, потому что метро уже не ездил. Вот такая была романтика. Валера был хитрым человеком, да, обычным деревенским парнем, с обычной крестьянской хваткой. Было очень много смешных вещей, конечно, сейчас не могу сказать, но то, что был ветеринарный техникум, который заканчивал, один наш общий знакомый, Андрей Счастливый, сейчас он очень большой политик, я тоже его давно не видел, он как-то достал простую бумажку, и Андрей как-то, то ли он забухал, то ли он забил на учебу на журфаке, да. Он подает Валере, значит, бумажку, говорит: Валера, у меня тут печать стоит, ты же закончил ветеринарную технику. Так какой-то там, какая-то общая же есть болезнь между лошадьми и там. Чисто журфаковский прием, и Валера написал какую-то историю болезни. И вдруг выходит такими аккуратно курсы, говорит: Андрей, ты еще жив после такой болезни, говорят, что все умирают, вот ты почему-то остался один. Валера им все какую-то там, я не знаю, то ли дистрофию лошадиную, то ли я не знаю что. В общем, это был первый раз в медицинской практике, когда человек после такой лошадиной болезни не откинул копыта, да, пришел на журфак учиться, там, протрезвев, там, помывшись и умывшись. Да. Это был Валера, потому что он любил такие эпатажные, да, запоминавшиеся, да, вещи, да, это был ее характер, это было не злоба, это была такая, так скажем, ну, даже не деревенская там чертовщина, да, но в какой-то мере ты чертик играл, конечно же, так на краю, да, потому что в деревне же, сами понимаете, как шутит довольно грубо, довольно так брутально, запоминается, да, но без злобы, да, вот поэтому Андрюша он чуть не отправил в конюшню, и Андрюша чуть не убил нашего куратора курса. Он много писал в нацпрессу, национальную прессу, это было очень радостно, потому что это было очень... Это сохранение, на самом деле, без пафоса говоря, сохранение собственного языка, потому что сохранение собственного языка для малых народов большая проблема. В Москве все забывают уже, что такое национальный язык, ну так получается, да. Эти попсовые концерты, там, которые, скажем, на татарской площадке исполняются, я туда не хожу, зачем? Смотри, как там поют одну и ту же песню, там, 30-летней давности народную. А Валера все-таки вот в своей национальной культуре, именно культуре, да, в литературе, поэзии, в частности, да, я думаю, что он дал многое для собственного народа. Светлой памяти я не хочу говорить, что это было трагично, что-то еще такое. Тогда мы, конечно, не ценили друг друга абсолютно. Мы говорим: слушай, давайте здесь только видимся, давай там метро где-нибудь столкнемся лбами, выпьем пиво там, или поговорим о бабах, там, я не знаю, или литературе. А вот так случилось, что я потом включаю телевизор и до сих пор помню этот фрагмент, там, убит Валера Патуев. У меня был шок. А то, что я запомнил еще, то, что когда мы провожали Валеру, последний путь, в «Газели», когда приезжали близкие, жена, там, бывший, уже не помню, неважно. Одна деталь, которую я запомнил, довольно существенная, наверное, да, опять же был похож на Валеру. Понимаете, все цветы в «Газели» не уместились, понимаете. Пришлось это так утрамбовывать цветы и тело, и гроб с телом Валеры. Плакал ли я? Нет. Довольно философское отношение. Да и Валера так относился к самой жизни. Нелегко, конечно. Да, конечно, он был слишком доверчив, конечно. При том, что открывал дверь, всегда говорил, кто там. Вот эти вещи, они были немножко полярные и как-то не соединялось. А вот то, что сказал Володя про Валеру, да, то, что Володя был все-таки городским, остается городским парнем, а в этом были как-то их такие точки соприкосновения, да. А я был деревенский, и Валера был деревенский, и Анна Филипповна была деревенская, да, и в этом мы сходились больше. Потому что когда моя мама приезжала, мы просто, когда мама Валеры приезжала, мы просто говорили не о метро, не о коммерции, не о дорогих сырах, которые покупали деревенские женщины. А тогда же никто не знал,
что сыр, оказывается, бывает с плесенью, да, и все деревенские женщины, которые как-то попадали, покупали сыр с плесенью, говорили, что опять вот приехали деревенские, нас обманули, и нам случили сыр прошлогодний, где вот такая плесень, да, стоит бешено дорого. Мы говорили об обычной деревенской жизни. А через корова, сколько у вас барашков, чесали ли вы, извините, если просто себе зубы строил, поэтому такая дикция плохая на радостях. Отделились все коровы, сколько козлят принесла коза, да, то есть чесали вы коз, сколько гусей, как вы там коптите, солите. Вот эти вещи были абсолютно, вот этот маленький орел деревенской жизни в большой Москве, ну, остался и остается вместе с нами. Да, мы говорим, мы такими останемся, скорее всего. В принципе, все, но я же говорю, я не хочу быть таким абсолютно трагичным или печальным в этот день. Зачем? Говорить пафосные слова, что Валера с нами, если вы есть его книги там, или в памяти, это лишнее. Мы вспоминаем по Валеру в большей степени с веселой улыбкой, с веселого удмуртского парня, вашего парня. Спасибо вам большое. Может быть, уже в таком формате Комнату, в которой жили два сантехника, мы старались обходить стороной. Из всех щелей в коридор прорывался запах перегара, никотина и протухших консервов. Вова и Рома, два брата-близнеца, похожие друг на друга и по росту, и по внешности, пили втихаря без шума и драки. Литр водки готово. Эту идиллию нарушали только их гости, которых после выпивки часто тянуло на подвиги, либо на поиски женщин. Но собутыльники и любители использовать чужую хату постепенно забыли дорогу к братьям-близнецам, поскольку сидеть в такой воне было невыносимо. Пьяницы ведь тоже бывают культурными, эстетами, да и девушки больше 20 минут старались не задерживаться. Постепенно мы привыкли к нашим пьющим соседям. Главное, они никому не мешали, без гостей они были тише воды, ниже травы. Даже к неприятным запахам, вырывавшимся из их комнаты на свободу, мы привыкли, перестали отворачивать нос. Поэтому стало полной неожиданностью, когда однажды ноябрьским днем они затеяли в своей берлоге генеральную уборку. Вымыли полы, окна, опрыскали комнату дезодорантом. Все жильцы коммуналки сгорали от любопытства, что же в их жизни произошло и как долго продлится перестройка. Все стало ясно через 2 дня, когда один из братьев привел в комнату девушку. Через месяц один из сантехников женился, и мы стали отличать Рому от Вовы по обручальному кольцу. Вскоре Рома молодожен бросил пить, курить, начал ходить в белой рубашке и черных, хорошо отглаженных брюках. А Вова просто исчез. Либо его выгнал Рома, возненавидевший свою прошлую пьяную жизнь, либо Вова сам ушел, почувствовав себя третьим лишним. Разрыв братских отношений заинтриговал жильцов коммуналки. Все вдруг заинтересовались судьбой Вовы. А Рома молчал, но спрашивать о судьбе брата было как-то неловко. Лишь потом, через месяц, под большим секретом он сказал мне, что братец ушел на войну. Это стало для нас общей тайной, общей тревогой, это подружило нас. Правда, вначале мне было смешно. Даже слова из песни Гребенщикова «Полковник Васин ушел на войну» я переиначил на свой лад. Сантехник Вова ушел на войну. Но потом, когда начал следить за новостями, тревога взяла верх над юмором. Рома заходил ко мне в комнату и каждый вечер смотрел телевизор. Следил за тем, что происходит в Чечне. И с каждым днем становился все откровеннее. Знаешь, мы поссорились с Вовкой на свадьбе, он слишком много выпил. Он тоже любит Олю, но я это понял только во время криков «Горько!». Эх, Вовка, дурак. Замасленные кулаки Ромы сжались, и он ударил себя по коленке. Дурак. От Вовы пришло только одно письмо, в котором он просил прощения у брата за то, что он творил на свадьбе. Знаешь, он поцеловал там Олю в губы при всех. Я этого не смог стерпеть, хотя и понимал, что он был тогда в полувменяемом состоянии. Письмо с просьбой о прощении пришло через 2 недели после похоронки. Мы хоронили Вову всей коммуналкой, вместе ездили в Подмосковье. Все плакали, хотя смотрели на него до этого как на пьяницу, с неким отвращением. Знаешь, в день, когда Вова погиб, мне приснился сон, что его машина налетела на фугас, и она взорвалась.
все-таки произошло. Сон оказался правительским, я всегда чувствовал, когда с ним что-то не так. Ровно шел с кладбища и общаясь только со мной. Его жена с черным платком поверх красной спортивной шапки молча шла следом. После 40-го дня Рома развелся с ней, а потом запил. Его уволили с работы, выгнали из коммуналки. Но об этом я узнал только после возвращения в Москву с зимних каникул. После Нового года я получил письмо от Ромы без обратного адреса. Я тоже уехал на войну. Здесь по-другому смотришь на жизнь. Я написал письмо Оле, чтобы она ни в коем случае не делала аборт. Напиши ей. Такой действительно и печальный, и светлый день, и ностальгический. Потому что это юность и самая счастливая пора. И жалко, что Полупанов, конечно, ушел, потому что для всех из нас, и для Радика, и для многих он был такой вот склейкой, и ВАИФ, аргументы и факты, который так был расцвет кульминации, не то, что сейчас, это, в общем, одна из, а тогда это была самая тиражная газета. Да, это рекорды Гиннесса, конечно, миллионы снижались, но и в начале 90-х это еще, в общем, цифры были очень большие. И вот мы тоже все туда попали. Расскажу подробнее, как, так сказать, действительно пути неисповедимы. И ну вот я вот слушал и Володю, и Радика, и вот думал, насколько вот мы и мир, и наших друзей, людей, мы каждый воспринимаем из своей головы. Например, с Володей мне хотелось спорить и полемизировать, так сказать, по каждой позиции, по каждой посылке, потому что я Валеру совершенно по-другому воспринимаю, его образ во мне по-другому как бы так вот упаковался. Для меня это был очень, как сказать, знаете, понятие булики Янус, и да даже больше. Это был очень многослойный человек с какими-то тайными ящиками. И с одной стороны, вот это был солнечный человек, открытый, как говорили, но это была одна только из сторон, и не самое главное. По-моему, это был очень закрытый человек, лунный, как бы такой потаенный, с какой-то, так сказать, то, что было для нас открыто, это верхушка айсберга, а все, так сказать, голова только, а все остальное тело, даже близкие друзья, наверное, не могут похвастаться тем, что они могут так или иначе трактовать его на 100%. Это так, да. И мне понравилось, конечно, я согласен с мыслью Радика, что и Володя, что не от мира сего, да, и то, что вот он как бы между небом и землей, и искал себя вот не там совершенно, где нужно, как бы вот изменял своей природе почему-то, будучи таким вот поэтической душой, зачем-то он хотел сделать карьеру в политической журналистике, в военной журналистике, в газете, которая создавала определенные проблемы для человека, у которого поэтический стиль и афористическое письмо. Я тоже работал, у меня были проблемы, потому что говорили, опять травка зеленеет, опять там надо было, вот, поэтому у Володи там было все нормально, а вот, допустим, у меня были такие же, вот, собственно, проблемы. Я писал о классической музыке, о музыкальном обозревателе, ну, по классике, по опере, по Василию Старкову был большой опероман, и ему хотелось воспитывать, вот, поскольку газета все-таки была на тетю Маню рассчитана, да, на массы, но вот он хотел воспитывать, не то, что как бы опускаться туда, вот, а вот немножко хотя бы чуть-чуть приподнимать, просветлять, просвещать. Мы интересно познакомились, я со своей невестой, тогда сокурсниками мы были, я учился в ГИТИСе на театроведческом факультете, у известный критик очень хатовской школы Инна Натана Соловьева, до сих пор жива, вот 16 ноября очередной день рождения будем отмечать, она очень много сделала по восстановлению как бы настоящей истории МХАТа, много книг, в музее работала, ну и вот преподавала. И поскольку мы уходили в армию, несколько мальчиков, мы вернулись и попали на этот, в общем-то, элитный закрытый курс. Попасть туда было невозможно, потому что все дети великих родителей записывались как-то там от рождения. И, то есть на нашем курсе учились нынешний ректор ГИТИСа Григорий Заславский,
Аркадий Островский, известный журналист Financial Times, русский отдел в Лондоне. Глеб Ситковский, театральный критик, ну, вы его, может быть, по «Золотой маске» знаете, поскольку он часто бывает в экспертном совете и председателем жюри. Многолетний завлит МХАТ Мария Малкина, сейчас она к Богомолову ушла на огромную завлиту. Дочери всевозможные, великих художников Бархина и главный главреже Рант, Наташа Бородина. Ну, то есть вот могу без конца, а нас, простых, вот, то есть по пальцам пересчитать, но тем не менее как-то мы стали своими, и как раз Гриша Заславский в тот день, как я помню, отдал пропуска на генеральный прогон спектакля «Лысый брюнет», это легендарный, что ли, сказали, вот мы слышим, два парня, мы слышим, вы разговариваете, и судя по всему, значит, вы понимаете в театре, ну, так, слово за слово, разговорились, что-то там ответили на вопросы, а у них, видимо, было что-то нужно написать про это. Так вот началось общение благодаря лысому брюнету. И я вот сейчас точно не помню, мы обменялись телефонами. В общем, каким-то образом была связь, сейчас уже тоже столько лет прошло, 92-й год, весна, март, по-моему, что-то такое, с зимы на весну. Вот, и довольно быстро я попал вот в этот легендарный двухэтажный особнячок в Еропкинском переулке, что вот между Остоженкой и Причистенкой, это Дворницкий дом, то есть они уже были там тогда. Конечно, это был очень колоритный дом, где каждый вечер там гулянье, и, в общем, учиться, работать там было, в общем, невозможно. Ну, причем гуляние не просто что гуляли, именно такие интеллектуальные посиделки, потому что приходили люди самых разных специальностей, направлений, и поскольку ребята так общались довольно широко. И вот начали общаться, и вместе, и порознь, и как-то вот, ну, все 90-е, в общем, общались плотно, потом оказались, ну, вот Володя не рассказывал, как он затащил Валеру в АИФ, а я, например, помню, меня Володя попросил, я работал после вуза, после ГИТИСа, сразу удалось попасть на хорошую работу, потому что после практики пригласили редактором отдела сразу в журнал «Музыкальная жизнь». Ну, это было большое счастье, как бы, и уже возможность остаться в Москве. Хотя сейчас я не думаю, что это уж такое счастье, потому что Москва, конечно, ты уже через 10 лет чувствуешь, что ничего от тебя не остается, а уж тем более через 20, через 30. Так что вы тоже готовьтесь, конечно, к переплавке, к тому, что вы себя найдете, конечно, но и потеряете себя прежнего. Москва делает вас циничными, а вообще другими людьми вы себя не узнаете через 20. Прошу прощения за лирические отступления, просто вот как бы навевает. Ну вот и Володя попросил написать таким, знаете, дворовым языком, таким. Он работал в приложении «Я молодой», у АИФа было куча приложений. Говорит, вот меня Остаков заставляет писать о классике таким дворовым молодежным языком, а я не хочу, не могу, как бы, и твоя специализация, может, попробуешь, как бы, ну вот. Собственно, я это попробовал, написал про оперу «Кармен» на таком стёбе, сказать, по принципу, чем хуже, тем лучше. И это валялось, видимо, в отделе, и каким-то образом, там, в конце концов, когда там Старков затребовал у редактора отдела Солдатенкова, ну, так сказать, то, что, видимо, требовал с них эту тему классическую, и это попало к нему, ну, и вот ко мне такое поступило предложение, просто, что называется, позвали, позвонили, а я их не уважал, честно говоря, потому что я окончил, так сказать, ГИТИС, театроведческий факультет, собираюсь в аспирантуру, у меня тема диплома повесть стилистика оперного театра Рихарда Штрауса и, в общем, культурный диалог стилистических эпох, ну вот что-то такое накрученное, понимаете, да, и тут, значит, газета для тети Мани, где все грубо, весомо, грубо, зримо, ну, то есть, я видел, конечно, иногда, но это была газета, просто грубо заворачивали для меня.
Ну, знаете, и вот началось, вот это начался доктор Фаустус, Мауновский искушение, потому что действительно, как нищие студенты, мы жили, а я музыкант, первой специальности пианист, и вообще как бы опера, все это мое, надо слушать записи, диски только появились, вообще лазерные, и вот так вот сходил, смотрел, ни центра музыкального, ну сколько ж можно в этой музыкальной жизни, зарплаты низкие, потому что союз композиторов, да, ну, а тут такие перспективы, вот это была вот первая, так сказать, была такая вот, такой компромисс. И таким образом оказались все вместе и с Валерой. Тоже, и действительно было очень-очень странно. А может и не странно, может быть это тоже был у него какой-то компромисс. Я не знаю, потому что действительно тот был человек, которому в голову не заглянешь. Вот трактуй как хочешь. И действительно каждый из нас интерпретирует его своими глазами, со своей колокольни. Вот настроя, и он для всех нас... А еще бы выступали люди, значит, он был и 5-й, 10-й, настолько вот многогранный человек. Конечно, нужно было ему ехать в республику, потому что при жизни, так сказать, и в 25 его уже там считали достоянием национальным, потому что он внес вот эту некую ноту сюрреализма в народную, что ли, в более такую фольклорно-народную поэзию национальную. И то, что он работал в стиле древней японской поэзии, все вот эти хопку, там, вот эти короткие четверостишия, афористичность и краткость, и эти темы, вот, действительно, смерти, настолько тоже это вот близко к традициям древней поэзии. Надо было, конечно, ему... Черт знает. Ну вот искал себя, потому что я тоже сидел на 5 стульях и писал, и играл, и преподавал, и ездил, и правильно, по молодости, наверное, так и надо жить, и Валера тоже спешил все успеть, спешил все попробовать, и тоже был такой многостаночник, и, в общем, все успевал, и хоть вот девушки, женщины говорили, ой, не сложившаяся личная жизнь, а мне казалось, все было, были романы какие-то, дружбы, но это кончалось быстро, но все было веселье, но всегда он умел вовремя как бы уйти в себя, так сказать, да, прекратить эту гульбу, пойти там что-то написать, и, так сказать, действительно в этом такая вот деревенская сметливость, а себя помнить вот это вот, это было в нем. Помню, как ходили Он меня, поскольку чувствовал во мне интерес к этнографии, и я уже тогда тоже начал по работе ездить по волжским всяким республикам, где есть музыкальные оперные театры, на фестивали, поскольку как бы маститы и мэтры считали это как бы ниже своего достоинства ехать в Чебоксары там, или в Йошкар-Олу еще, так сказать, не дай бог, или там Сыктывкар, писать еще об этих Сыктывкар-Сатулыс там. Ну и вот поэтому отправляли молодых, и Валера это чувствовал, и он мне книжки какие-то дарил, этнографию, Удмуртов у меня до сих пор сохранилось. Я принес с собой, но я сейчас переехал, кстати, вот я развелся с Москвой, и я уехал под Москву, потому что уже мне не вмоготу здесь находиться, шумно, как агрессивно, как бы, и да, Москва, конечно, все возможности дает, но я, так вот честно говоря, ностальгирую по той голодной, холодной, вот описанной уже двумя ораторами в Москве, когда, значит, единственная роскошь в магазине — это баночки морской капусты, вот, и там, я не знаю, оранжевая, как-то фанта, да, вот эти напитки. В общем, действительно жрать было нечего, но было и добрее, и, ну, пусть провинциальнее, а все равно как-то и добрее, и вот такая гостеприимнее, и не так, в общем, как бы зло агрессивно, как сейчас. Да, вот мысли перескакивают, так что ничего, воспоминания, они всегда такие, хаотические. На чем я там остановился? Перед тем, как вот начал говорить, что из Москвы уехал. Если бы он уехал домой, то было бы у него хорошо. Ну, нет, ну действительно, наверное, это был бы шанс стать министром культуры, и думаете, нет, ну потому что, конечно, не было в нем этого чиновного нутра, конечно, не смог бы он быть чиновником. И было такое, что, конечно, вот нигде, наверное, своим его бы не считали, потому что, вот правда, конечно, да, вот это совершенно верная формулировка, чужой везде, в общем, и среди своих, и среди чужих.
И в АИФе, конечно, ему было трудно работать, потому что формат не позволял, ну, сами понимаете. Вот. Да, и так вот, и дарил мне всякие этнографические книжки, вот я на этом остановился. И на концерт ансамблей «Талмаз» мы ходили в зал Чайковского. И, в общем, я бы принес с собой, да, но вот поэтому еще все запаковано, так что и фотографии какие-то у меня остались в альбомах. Тоже вот надо будет порыться, так что имейте в виду, у меня где-то что-то осталось, потому что на день рождения он ко мне приходил с Полупановым, когда новоселье справляли, когда я, так сказать, получил свое жилье. Так что тоже вот такие какие-то зарубки остались, встречались, что-то отмечали. Сейчас этого все меньше и меньше, когда люди, если не живут в общаге, да, вместе, то никто ж не поедет там с севера Москвы на юг, да, просто. Вот. Ну, не знаю, если есть какие-то вопросы, может, отвечу. А так вот остался, конечно, образ хрупкого, незащищенного, нездешнего человека при всей отмеченной открытости, как бы, и ранимого, очень поэтичного. Мне такие люди всегда нравились, как бы меня тянуло, я всегда именно к таким людям стремился больше. Как раз, да, Полупанов может быть прав, что притягивает, наверное, так и есть разных людей. Так, поэтому и была такая компания, где все были очень разные, вот это вот Еропинский переулок. Конечно, приятно вспомнить юность. Спасибо, что было. Спасибо, что было. И я помню, что мы встречались. Я был у него в гостях на Рокоссовского, то ли декабрь 2001, то ли зима 2002. В общем, успели посидеть, так нормально пообщаться. У него был короткий период между этими его безумными всеми авантюрными поездками в горячие точки из одной в другую. То ли так он, знаете, искал действительно какого-то забвения, может быть, от какой-то неудовлетворенности. Ну, кто знает, потому что этим он не делился. Начинаешь его спрашивать об этом, он переводит на тебя. Нет, давай лучше вот у тебя там, то есть никогда нельзя было понять, что же на самом деле, можно было только трактовать как его поступки. Не любил он про себя рассуждать, разговаривать. Ну, уж про личную жизнь вообще, если даже самые ближайшие друзья, сокурсники не знали, женился, развелся, с кем, как, чего. Спасибо, что пригласили. Светлая память талантливому человеку Валерию Батуеву. Монокін Ейлунокін, улон на кошкені, єрін на чукін, малпаймо, ешйос оскуштинаку, без заморозу огіні. Малпаймон уло, малпаймон шудо, саксофонен, ваньво умеуш тиса, мылкыдмебель тиса, тынат шудыдылы, яратонлы. Табирем, шудоно, щігвеле тубуком, колонес, етюн блюз, тубат на борізні, підломан потим, мідемони тело пільтни ушкидни, малпаймон, бірен, уливашконо, саштишкини, буйгацкини. Малпат саштишкот, малпат буйгацкот, кескічки линит, кежіт вилинит, омерит силиком, монасилник шудо, полонез, етюн блюз. Не стал я никем и не стану никем, изнанка жизни страшна. Кто клялся в дружбе вдалеке, прими меня, тишина. Я думал, жизнь мудра, я думал мне играть на саксофоне, в изгиб упругий лить дыхание любви. Лови меня, лови, лови, не стал я никем и не стану никем, теперь уже не успеть. Мечта, высота, предел мой чердак и блюз, вызывающий смерть. Я вышел в пустоту,
Я вижу высоту и ветра стылый стон, спуститься вниз, маня врывается в меня и льется в саксофон. И мне уже нельзя вернуться вниз, назад. Замкнулся ветрокруг. За ним твоя любовь, покой холодных слов, покой холодных рук. Не стал я никем мне не стать, но можно еще успеть с корней зашагнуть и в полете сыграть блюз, вызывающий смерть, блюз, вызывающий смерть, блюз, вызывающий смерть. Эрика Батуева я так близко не знала, но общалась с ним на мероприятиях, которые были связаны, в частности, вот с презентацией книги, которые сегодня вот здесь вот были фото, где Светлана Константиновна Смирнова презентовала свою книгу «Феномен Удмуртии». И когда она представляла Валерия Батуева, она говорит, ну вот он в таких горячих точках был, в таких серьезных, такие серьезные моменты в жизни его рассказывала. Но я думаю, такой какой-то тихий, скромный, такой, ну как так можно? То есть внешне он абсолютно, не видно было, что он какой-то вот такой боец. А на самом деле в эти горячие точки отбор журналистский, он, конечно, непростой. Туда не каждого направляют. Тем более вот сегодня мы в этом фильме видим фотографии, с какими людьми он стоит рядом. Простого, ну так буду говорить, простого смертного человека, конечно, к этой категории людей не подпускают. И когда произошла вот эта трагедия, я хорошо помню, я тогда работала в прокуратуре Удмуртской республики, старшим помощником прокурора республики, и в силу своих должностных обязанностей я очень тесно работала и с Удмурткинешем, это наша удмуртская организация, самая крупная была Домен, и очень тесно работала с журналистами, поскольку отвечала за взаимодействие со средствами массовой информации. И я хорошо помню, что вот это известие, вот эта весть о трагическом событии, происшедшем с Валерием Батуевым, она была трагедией не только для семьи, близких родственников, она была трагедией для Удмуртии. Я хорошо помню, как в журналистской среде очень много, и на протяжении многих лет вот журналисты, которые знали его лично, они постоянно обращались к этому человеку, они постоянно так или иначе как-то о нем вспоминали. Я думаю, что вот таких талантливых людей мы не должны забывать. И земляки, те люди, которые вышли с нашего, как мы говорим, родникового края, Удмуртской земли, мы будем помнить. И спасибо большое, Вера Григорьевна, что сегодня вот вы организовали этот вечер. И очень приятно слышать не какие-то вот наигранные речи, да, какие-то отрепетированные речи, а воспоминания тех людей, которые были с ними рядом. Они вот именно рассказывают то, что как оно было. Вот как там и кушать нечего было. Я сегодня с утра говорила с Лебедевым Владимиром Степановичем, наш земляк, он уже давно проживает в Москве. И вот он тоже вспоминал, говорит, у меня очень много фотографий с Валерием Батуевым. И отметил, что первое, что он сказал, вообще он очень такой тихий, такой порядочный парень был. Но я скажу, что все-таки в зависимости от того, где человек родился, какая-то невидимая нить, связь, она есть.
Вот мы, находясь даже здесь, в Москве, мы удмурты, мы тянемся друг к другу. И сегодня Лебедев Владимир Степанович как раз говорил об этом, что Эрик очень часто приходил на наши земляческие мероприятия, был с нами рядом. Поэтому я повторяюсь, еще раз скажу, что да, мы будем помнить нашего земляка, талантливого и, наверное, правильно будет сказать, даже незаурядного человека. И Царство ему небесное будем помнить. Валера очень любил театр. Он в Можге, когда учился в ветеринарном колледже, занимался у моей сестры старшей в Народном театре. Моя старшая сестра, тоже Царство небесное, к сожалению, рано ушла из жизни. Она о всех артистах, конечно, очень тепло говорила, и в том числе и о Валере тоже очень хорошо отзывалась. И как-то так получилось, что Валера часто приходил к нам в театр. Мы с мужем работали еще тогда в театре в 92 году. Он приехал в Ижевск и приехал к нам в гости домой. То ли мы эгоистичные были, то ли что. Я помню только, что я его спросила, почему ты пишешь такие стихи страшные про смерть? Почему ты не пишешь о любви? Он говорит, все стихи у меня о любви. Ну, может быть, артисты же не очень умные люди, да? Может быть, как раз это складывалось, что мы не очень умные, не очень... Ну, учим чужие роли, чужие мысли, поэтому мы иногда кажемся слишком умными. А на самом деле, я бы сказала, немножко поверхностные. Чаще всего артисты. Очень глубокие. Думаю, еще себя сохранит артисту психику может свою. быть. Если так себя живет, как комиссар Жевская, вы не сохраните себя. Так что Броня сохраните. выживается каждый раз. Да. И я тоже думала, какие же стихи подобрать. Очень мне нравится его стихотворение «Удмуртия», Дор. Дор – очень хорошее слово. Дор – это как бы и дом, и родина, и край. Дор. Но я прочитаю на русском языке. Я из поезда вышел, бушующий дождь. Город тих, в тишине только тополя дрожь. Зонтик в сумке, его доставать не берусь. Босиком по забытой дороге пройдусь в край, где детство колышет бескрайнюю дрожь. Хорошо бы друзей повстречать по пути, приобнять, рассказать, как живу вдалеке. Обниму, расскажу, и все дальше пойти под веселым дождем с башмаками в руке. Танцевать под дождем незаметно для всех. И старинные песни удмуртские петь. Если песен не хватит, придумать и петь, чтобы в них были слезы и вера, и смех. Но без строчек, без рифма придумать и петь. Это прямо такое вот удмуртское родное. Спасибо, Валерия. Мон ымнырын авалкино чебер, чебер дыдымону чешко. Мон вижмыным авалкино кужмо, шужьёссе алентишко. Мон кондонен авалкино узыр, чебер улем оте майбыр. Мон улонын авалкино шудо, шудобыны авыл набер. Мон кышкаш темшемо авал. Удушья юн тазалыке. Мон нукино яратему наивал, вен яратуз медакинке. Мед каргалоз моне бір емдыды, кинешек тотун не уе. Тон счет гине улон вошнонылы, тун не уе. Пеймы туе, олок кулону, виши саджоге, тон счет гине улон пичиелы.
Моном наринавалки на чебе пече берлос, тоско. Мон кондоне навалки на узер пешу дырлос, майбыр. Мон улонын авалки на шудо. Инмар, шудзе что-то совы. Я держу в руках его прижизненные сборники, они все у меня с автографами Валеры, потому что он мне их дарил. У меня практически 10 лет моей жизни связаны были с ним, мой московский аспирантский период, скажем так. Много можно говорить, не буду задерживать ваше внимание, скажу лишь, что впервые, он здесь тоже был в стенах литературного института, он сюда приходил 21 июня 1991 года, в день защиты моего диплома. Защищалась я диплом над этой аудиторией наверху, в 24-й аудитории, и вот была такая же публика интересная, я выступала, а он все фотографировал. И вот он в тот год только-только собирался поступать на факультет журналистики МГУ, это был вот июнь 91 года. Был такой шустрый, маленький, скромный удмуртский мальчик после армии, в военных брюках, в кроссовках. И, в общем, вот я его помню при первой встрече практически таким. А потом, когда он стал дарить мне уже свои сборники стихов, я, честно говоря, даже не предполагала, что он пишет стихи, очень удивилась вот его первому сборнику. А когда прочитала за вечер, за ночь, вот в один присест, как говорят, я была настолько потрясена, удивлена. Но самое интересное, это был 95-й год. И вот как раз до 99-го года мы с ним часто много общались, но никогда не говорили о поэзии, никогда. Мы ходили вместе в театр, гуляли по Москве, общались в основном о журналистике, о каких-то вот таких серьезных политических, социальных, экономических проблемах. Я только-только начинала говорить что-то о поэзии, он сразу переходил на другую тему. Поэтому при жизни я, собственно, ему и не смогла сказать, что он талантливый, потому что он сразу уходил от этого разговора, смеялся и так далее. Что касается вот этих мыслей, что надо было ему уезжать в Ижевск, и там было бы все здорово, я скажу, что от себя не уйдешь, и от своей судьбы тоже. И мы можем сегодня только предполагать, было бы ему хорошо там. Мне что-то подсказывает, что нет. Нет, потому что, к сожалению, так складываются судьбы, что на местах тоже не очень любят, привечают больших талантливых людей. Вот, очень много завистливых людей, вот очень много. Вот здесь, в Москве, возможно, этой зависти меньше. Там бы ему ничего не дали. Возможно, никогда бы он не стал, конечно же, все-таки, наверное, я думаю, что министром культуры. Другое дело, что он был рабочей лошадкой, но при этом бы зарабатывал очень маленькие деньги, скажем так, я так думаю. Поэтому все сложилось так, как сложилось, это его судьба. Потому что он был действительно многогранный, многоэтажный. И очень верно Андрей заметил, что в нем так много было этих разных ящичков совершенно. Он был, конечно, закрыт, но это, в общем-то, удел, судьба большого творческого человека. Так было до него, так сейчас и так, видимо, будет. А в России, как говорил Твардовский, любят только мертвых. Почему-то так складывается. Но это в целом не потому, что мы печалимся. Он все-таки здесь летает, я думаю, что он рад, что мы его сегодня вспоминаем. И в завершение песня на стихи Ерика Батуевой в исполнении Надежды Уткиной, заслуженной артистки Удмуртской республики.